Повышение качества жизни населения – ключевое направление государственной политики региона. Принятые меры за последние 10 лет позволили существенно улучшить уровень жизни в республике. И результат, как говорится, налицо. Возведены объекты по всем сферам – образование, культура, здравоохранение, спорт, туризм. Сегодня практически во всех городах и селах открыты новые школы, детские сады, дома культуры, ФОКи и больницы. Только с начала сентября в регионе открыты 3 новых общеобразовательных учреждения. Ряд объектов планируется ввести в строй до конца года. О достижениях и перспективах напомнит Зарема Евлоева. Важным фактором улучшения условий жизни граждан является строительство социальных объектов. Ежегодно в республике открываются заведения дошкольного и общественного образования, медицинские центры, спортивные залы и многое другое. Динамичность в развитии субъекта удалось достичь. Теперь важно не потерять ритм. Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ республики с 2009 по 2017 годы велась активная работа в различных направлениях. Строительство объектов культурно-бытовой сферы и промышленных предприятий обеспечивает экономический рост и создание рабочих мест. Хорошие яблоки. Холодильник, сколько они хранятся? Вот эти могут до следующего урожая храниться. Всего с 2009 года в Ингушетии построено свыше 500 объектов. Более 70 объектов образования, 18 объектов здравоохранения, 96 объектов жилищного строительства, 20 объектов физической культуры и спорта, 75 объектов инженерной инфраструктуры, 56 административных зданий, более сотни объектов дорожного хозяйства и благоустройства территорий. Проложено 288 километров дорог. Все это стало возможным благодаря поддержке федерального центра и грамотной политике региональных властей. Ингушетия продолжает жить и созидать, строиться и развиваться. Развитию образования в регионе уделяется особое внимание. Доказательство этому – масштабное строительство объектов, направленных на сокращение очередности в детских садах и увеличение мест в школах. У нас в 2016 году завершилась федеральная целевая программа. Вашей легкой руки она была утверждена. И 10-16 года федеральная целевая программа, мы ее завершили успешно в этом году. И благодаря этой программе мы достигли хороших результатов и показателей. Мы полностью ликвидировали трехсменку, на 22% сократили двухсменку в школах. Новая современная школа на 704 места и детский сад. Сразу 2 подарка преподнесли жителям микрорайона Юбилейный в Назране. Республика Ингушетия отличается очень хорошими темпами роста населения, и мы все вместе с вами этим гордимся. Но вот такое положение налагает особую ответственность на руководство республики, и мы видим, что руководство республики справляется с этой задачей обеспечения наших детей качественными учебными и дошкольными образовательными учреждениями. Сегодня мы видим, что вот на эти учреждения государство выделило более 600 миллионов рублей, но они потрачены и израсходованы на очень нужное дело, на наших детей, на наше будущее. Новый детский сад рассчитан на 220 малышей. Также новую школу на 540 мест открыли в Карабулаке. Трехэтажное здание возвели менее чем за год. Несколько десятков учебных классов, оборудованных по последнему слову техники. Кабинеты химии, физики, информатики. Большое внимание в школе будет уделяться и дополнительному образованию. На повышение эффективности медицинских услуг направлено строительство объектов здравоохранения. Перинатальный центр, детская больница, онкологический диспансер. За последние годы в Ингушетии введены в строй важнейшие для системы здравоохранения объекты. Открытие детской республиканской больницы в районе Абигув стало знаковым событием. Здоровье нации – это самый главный показатель уровня жизни населения. К 25-летию республики в Ингушетии открыли стратегический объект – центр мирового уровня, крупнейший на Северном Кавказе перинатальный центр. Объект общей стоимостью в 2 миллиарда рублей построен благодаря целевой программе
образование, модернизация здравоохранения Республики Ингушетия. Он рассчитан на 130 коек и 100 посещений в смену. Ингушетия в тройке лидеров среди субъектов СКФО по показателям промышленности. Эта отрасль, как неотъемлемая часть развития экономики любого субъекта, вышла на первый план. В республике активно развивается производство пищевой продукции и строительных материалов. Зарождается легкая и радиоэлектронная промышленность, металлургия. Открылся завод по изготовлению алюминиевых профилей «Ряак» в Алиюрте. Офисные перегородки, фасадные системы, алюминиевый профиль под мебель и окна. Это далеко не полный список продукции, который будет выпускать завод. У нас есть и крупные предприятия, но вот именно такие, я считаю, это будущее наше, потому что они позволяют в первую очередь в малых городах и селах создать рабочие места. Они реально формируют новые статьи доходов бюджета и, самое главное, создают новые качества жизни для людей, которые живут на этой земле. Запущен также завод железобетонных изделий мощностью 50 тысяч кубических метров в год, что позволит обеспечить строительными материалами не только местный рынок. Объект важен не только для Ингушетии, он важен для всего Северо-Кавказского федерального округа. Поэтому хочу от имени Министерства по делам Северного Кавказа от души поблагодарить всех, кто принимал участие в строительстве этого объекта. В Карабулаке запущен завод по производству алюминиевых радиаторов. Здесь речь идет об импортозамещении не только в масштабах одного региона, но и страны в целом. Сметная стоимость проекта более 800 миллионов рублей. 120 тысяч изделий в месяц – такова проектная мощность еще одного перспективного предприятия. На швейном объединении «Ингушетия» выпускается школьная и другая форменная одежда, трикотажные изделия и спецодежда по госзаказу. В конце 2014 года в Ингушетии заработал завод по производству полимерных труб и облицовочных материалов. А в Малгобеке открылся завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхярких диодов. Сердол – это свет по-нашему, по-ингушски. Очень красивое слово. Красиво, по-английски хорошее значение. Также активно строятся спортивные объекты и объекты культурного значения. Аллея спортивной славы, Ледовый дворец, школа тенниса, бассейн при Ингу, бассейны в Джейрахе и суперсовременный дворец спорта. Очень хороший спорткомплекс. Есть тренажерный зал, есть зал дзюдо, зал смешанных единоборств. Все условия для того, чтобы тренироваться. И, конечно, вот 5000-я арена, где можно проводить очень серьезные большие турниры. Ингушетия досрочно завершила программу ликвидации аварийного жилья. В новые квартиры переселилось более 3000 человек. Построены целые микрорайоны для переселенцев из Чеченской республики. Ну и, конечно, наша гордость – туристические объекты, которые стали брендом Ингушетии. Башня Согласия, Аланские ворота и город солнца Магаз.